Они возвращались домой, но своих домов многие не узнали. Там жили чужие люди, и просто так возвращать карачаевцам их собственные дома никто не торопился. По закону, право требовать свое имущество назад народ так и не получил. Многим пришлось свои дома выкупать. В Жигуте поезд остановился, я сошел, а там говорят, разгрузка завтра, а мне не терпится в этот сад. Шел я по этому щелю долго, к дому подхожу, а там чужие люди во дворе. Думаю, не, повернулся, там дорога проходит возле сада вниз. По этой дороге пошел и через каменный забор перепрыгнул в сад. Вот тут я был на 7-м небе. Вспомнил все свое детство. Но были и те, кто карачаевцев ждал. Первая остановка — Ногайская станция Эркен-Шахар. И вот, спустя 14 лет, наконец, дома. Все люди, старики, женщины прибежали сюда на станцию встречать карачаевцев. Встречали и дети, все выбегали. Женщины приносили кубанскую воду ведрами этим. Некоторые ногайский чай носили, поили их чаем. Вот. Ну, вот такая встреча была, в общем, здесь. Вот. Некоторые ночевали от радости, женщины даже плакали в вагоне, который карачаевцы. Вот. Приехали мы на родину. На первой остановке в Карачае нас встретили нагайцы. Со слезами на глазах, не скрывая радости. Сколько родного взгляда в них было. Они с ночи ждали этот первый эшелон. Всех нас напоили, угостили разными национальными блюдами. Гармошкой, весельем встретили они нас. Все это мы не должны никогда забывать. Мы впервые такую вещь, что скопление людей было большое. Были тут все население из Кубан-Халка, из моего аула Эркен-Халка, из Адыл-Халка были. Вот они все здесь были знакомые и незнакомые молодые люди. Вот это мы все увидели, конечно, вместе со всеми мы радовались. И в это же время узнали о том, что к нам